Ситуация в Чеченской Республике остается напряженной, хотя и внешне спокойной. Надтеречный район Чечни продолжает оставаться под контролем оппозиционного Временного совета, возглавляемого Умаром Автурхановым. В районе идет запись добровольцев, в среднем 30-40 человек в день. Некоторые из добровольцев получили от 50 до 10 тысяч рублей, но большинство из них, как сообщается в средствах массовой информации, записывается не ради денег, а для борьбы с режимом Дудаева. В воскресенье в районе Знаменское состоялась встреча Умара Автурханова с выступающим с посреднической миссией Русланом Хасбулатовым. Бывший спикер российского парламента призывает противоборствующие стороны заключить мирное соглашение, что, по его мнению, является необходимым условием бескровной трансформации власти в республике. Хасбулатов высказался резко против использования российских войск для свержения режима Дудаева. Отвечая на вопрос корреспондентов относительно российско-чеченских отношений, Руслан Хасбулатов заявил, что он за единую и неделимую Россию, однако не хочет, чтобы кремлевские боссы верховодили в Чечне. Между тем, в Чечне объявлено о скором возобновлении деятельности парламента, распущенного указом президента Дудаева в прошлом году, после того, как ряд депутатов выступил с критикой президента. Согласно сообщениям, парламент должен принять после всенародного обсуждения новую конституцию Чеченской Республики. Планируется, что это произойдет до 30 сентября сего года. А пока руководство Чечни выступает с призывом к народам Кавказа сплотиться, дабы не допустить возникновения Второй Кавказской войны. В Грозный прибывают чеченские добровольцы, участвовавшие в военных действиях в Абхазии. Одним словом, стороны вооружаются и маневрируют. Репортаж Ильи Балахановой. Официальный Грозный, так же как и Москва, считает, что время переговоров упущено. Как подчеркнул в беседе со мной вице-президент Чеченской Республики Зелимхан Яндырбиев, переговоры возможны лишь в том случае, если Россия заявит о своей готовности сесть за стол переговоров без предварительных условий. Съезд выразил полную поддержку, абсолютно полную поддержку курсу президента Дудаева, наделил его чрезвычайными полномочиями для урегулирования любых политических и вооруженных конфликтов на территории чеченского государства и обязал принять все меры, используя любые средства и силы для защиты независимости государственной целостности Чеченской Республики Ичкерия. Кроме того, ему предоставлено право провозглашения газовата священной войны на случай дальнейшего нагнетания обстановки России. И дальше абсолютно отрицательная дана оценка личности Хасбулатова. Фактически он объявлен съездом врагом нации. И президенту потребовалось, чтобы он выдворил его и его товарищей из республики. Если Россия так нагло врет на весь мир, то я не понимаю остальной мир, где его достоинство и где его принципы. Значит, у Запада нет ни свободы и ни принципов. В данной ситуации, есть ли контакты у чеченского правительства с конфедерацией, и есть ли контакты именно вот в сложившейся ситуации с соседними республиками? На съезде чеченского народа присутствовали делегации из Кабардино-Балкарии, из Дагестана, из Ингушетии. Приехали делегаты из Адыгеи, и намечено заседание конфедерации, чрезвычайное заседание Конфедерации народов Кавказа. Парламент и президент Конфедерации народов Кавказа будут проводить здесь совместное заседание. Ими однозначно выражена полная поддержка курса президента чеченского государства, вообще политики чеченского государства и независимости чеченского государства. Насколько я понимаю, из этих республик были неправительственные делегации, да? Да, неправительственные, неправительственные. А есть ли контакты именно с правительственными? И как реагирует правительство вот этих республик? Мы не находим отклик в официальных властях окружающих нас республик. Говорил вице-президент Чечни Зелимхан Яндырбиев. Между тем, председатель парламента Северной Осетии Юрий Берагов высказался за проведение в Чечне референдума, в ходе которого граждане Чеченской Республики сами бы определили свою судьбу. По мнению Берагова, Джохар Дудаев, как опытный политик и гарант безопасности чеченского народа, заинтересован в выявлении воли своего народа и должен создать условия для проведения такого референдума. Берагов также высказал мнение, что шаги Москвы по урегулированию ситуации в Чечне не отличаются ни последовательностью, ни правовой самостоятельностью.
деятельностью. Отсутствие у российского руководства четкой позиции по отношению к событиям в этой республике нигилистически воспринимается в других субъектах Российской Федерации и наносит огромный вред единству и целостности российского государства, заявил в интервью агентству «Интерфакс» Юрий Берагов. Берагов также высказал мнение, что без принятия кардинальных мер негативные процессы в Чечне могут стать детонирующим фактором для всего Северного Кавказа. Ясно, что российская оппозиция в лице приверженцев воссоздания Союза использует ситуацию для критики позиции своих оппонентов. В этой связи не было неожиданностью то, что российские патриоты предоставили свою трибуну спикеру чеченского парламента Юсупу Сасламбекову, который, находясь в таком окружении, настаивал на идее независимости Чечни, пусть даже и в том случае, если Союз будет восстановлен. В Чечне на сегодняшний день идут те процессы, которые навязаны именно из Москвы. Но той нестабильности и той угрозы гражданской войны на территории Чечни, которая преподносится с экранов телевидения, в Грозном нет. Идет развернутая война с экранов телевидения против чеченского народа. Независимо, поддерживает ли телевидение Автурханова, или же поддерживает ли телевидение, или же правительство России Дудаева. В общем, удар направлен в целом против чеченского народа. Что же касается Автурханова или же Дудаева, власти приходят и уходят. России выгодно дружественный чеченский народ, не возводя их в ранг преступников, мафиози и бандитов, а наоборот искать в чеченском народе те признаки, которые играли бы и в экономическом, и в политическом плане на благо России и на укрепление нашего единства и нашей дружбы. На сегодняшний день, если бы не было бы Автурханова, Россия нашла бы другого, для того, чтобы создать ту напряженность, которую они сегодня спланированно ведут по Чеченской Республике. Я выступаю сегодня, поскольку над Чечней, чеченским народом, развернута широкая кампания по дискредитации этого народа и по созданию очага напряженности, то есть созданию военной ситуации на всей территории Северного Кавказа. И поэтому я сегодня на пресс-конференции. А то, что сегодня здесь присутствует и те, кто за возрождение Советского Союза, это, во-первых, потому что Сажа Умалатова, она чеченка, а люди, которые сегодня видят все это и не могут оставаться равнодушными той беспрецедентной пропаганде, которая развернута против Чеченской Республики, я здесь ничего странного не вижу. Что же касается относительно независимости Чеченской Республики, я сторонник независимости Чеченской Республики. Но воссоздание Советского Союза, независимо от того, поддерживаю я это или нет, это не значит, что Чеченская Республика или же другие республики, которые сегодня являются независимыми государствами и завтра могут быть субъектами Советского Союза или же другого союза, они будут сохранять свой статус-кво. Независимо от того, что не поддерживаю сегодня методы Дудаева по реализации идеи национальной независимости, я сторонник независимости Чеченской Республики. И если Дудаев и его окружение сегодня споткнутся или же ослабнут, я и мои сторонники подхватим знамя свободы и будем продолжать борьбу за то, чтобы утвердить свое независимое государство, поскольку это не каприз лидеров чеченского народа, а историческая необходимость для сохранения и прогресса нашего маленького народа. По мнению Юсупа Сасламбекова, Чечня является своеобразным полигоном. После репетиции в Чечне события с гораздо большим размахом переносятся в Москву. Тут немного стало известным. Если бы сегодня стала такая же проблема, то я на защиту Белого дома не встал бы. Что же касается октябрьских событий, то это сначала было испытано на нашем парламенте Чеченской Республики 4 июня 1993 года, когда были против парламента Чеченской Республики выведены танки и тяжелая бронетехника, и убито более 60 человек, и парламент был распущен. Ровно через 6 месяцев, изучив все процессы, которые развернулись после указа президента о приостановлении деятельности парламента, и после применения оружия в Чечне, то же самое было продемонстрировано и в Москве. Это невиданный акт тогда, когда великая держава среди бела дня на глазах у мировой общественности
танков расстреляла высший орган законодательной власти и приводила пример того же, что было в Перу. Я не льщу никому, я объявляю руководство России беспринципным, поскольку у этого руководства нет национальной программы, и на сегодняшний день поставлены на грань этнического исчезновения только на Северном Кавказе народы как шапсуги, абазины, ингуши, и никакие меры по сохранению этих этносов, их древней неповторимой культуры у российского правительства нет. Поэтому я не только не провокационным, не патриотическим действиям, если они есть, я лично не поддерживаю. Говорил спикер чеченского парламента Юсуп Сасламбеков. По словам Сасламбекова, парламент Чечни имеет достаточное влияние на формирование общественного мнения, несмотря на то, что работа его на время прервана. Юлия Балаханова, Радио Свобода, Москва.